Такие кадры приводят в недоумение многих любителей рыбалки, но только не жителей Якутии. Ловить рыбу на озере тоннами – это способ пропитания, это древняя традиция, это особый ритуал. Итак, сегодня я расскажу подробно о рыбалке на карася. Называется такой лов мунха. Якутию называют краем озер. К слову, на каждого жителя республики приходится по одному озеру. 950 тысяч жителей и столько же примерно озер. И поздней осенью, когда лед только окреп, население выходит на мунху. Причем от мала до велика. Во время рыбалки нужна помощь каждого. И вот почему. Схематично мунха выглядит так. На озере рубят две проруби, в одну невод заводят, с другой вытаскивают. Расстояние между прорубями зависит от длины невода. Параллельно бурят небольшие лунки, где для загона карася участники шурудят палками, шумят. И если в работе с неводом требуются опытные рыбаки, то на загоне женщины, дети, старики и свободные от невода мужчины. Рыбу поднимают и загоняют в сеть, и дальше она забивает мутню. Начинают подготовку к мунхе с восходом солнца. Световой день короткий, поэтому нужно многое успеть. Завозят сети, инструменты и заранее заготовленную древесину. Прорубь по старинке рубят пешней, а вот с лунками помогают современные мотобуры. Забегая вперед, отмечу два момента. Во-первых, в Якутии норма вылова карася по 250 хвостов на человека в сутки, так что пусть вас объем не пугают. Во-вторых, издревле местные жители не ставят перед собой цель истребить рыбу, поэтому озерам периодически дают отдых, и чтобы не нарушать экобаланс, в течение года или 2 лет не проводят на озере мунху. Итак, после нескольких часов установки невода и загона рыбы начинается самый зрелищный процесс. Выверенным шагом мужчина начинает тянуть мунху. Именно в этот момент важно правильно вытаскивать сеть, чтобы ее не завернуло, иначе все на смарку. Для улова расчищается специальная площадка, где рыбы за пару десятков минут встают колом. Весь улов делят поровну. Пойманного карася должно хватить на то, чтобы как минимум прокормить участников рыбалки, ну а по-хорошему и угостить друзей и родственников. Вообще блюдо из карася – неотъемлемая часть любого праздничного стола в Якутии. Осеннего карася еще называют золотым уловом, поскольку желтое брюхо говорит о высоком качестве рыбы. Якутский карась очень питательный, для его приготовления вычищают только чешую и мелким боковым надрезом удаляют желчь. Но это уже совсем другая кулинарная история, которую я посвящу отдельное видео. А пока же участники рыбалки делают селфи на память с пониманием того, что в этот раз духи охоты и рыбалки оказались благосклонны.